В рамках нацпроекта «Культура» проводят реконструкцию Дома культуры в селении Нестеровское. Новая парковка, озеленение, обновление фасада, ремонт на финишной прямой. Здесь будет все предусмотрено и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Репортаж Хавы Гагиевой. Играм на свежем воздухе и занятиям в творческих клубах быть, но не сейчас, а чуть позже. А пока эти ребята наблюдают со стороны за ходом реконструкции родного Дома культуры. Никита Павленко – самый серьезный критик. После продолжительного ремонта он не может дождаться открытия. Школьные занятия уже наскучили. Тут уже плитку поменяли, газон красивый, вон цветы уже посадили, фонарики сделали. Совсем по-другому стало. Вон уже афиша Дом культуры уже как бы золотая. А на какие кружки ты будешь ходить? Я пока на рисовальных хожу, но может могу и на музыку или на танцевальный. Дело мастера боится, а сами мастера наших камер. Но на качество и сроки сдачи это никак не влияет. Замена ограждения, укладка брусчатки, обновление фасада. Внешний вид придется по вкусу каждому. Тем более в рамках проекта «Доступная среда» здесь создали комфортные условия для передвижения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подготовили игровую площадку, там уже у нас асфальт уложен. Вот в конце месяца или на том месяце должны провести игровую площадку для установки. Сделали озеленение, еще поменяли наружное освещение. Мало просто навести красоту во дворе. В старое здание хотелось вдохнуть новую творческую жизнь. Дом культуры функционирует с 1979 года. Время шло, здание ветшало. Программа по восстановлению пришлась как нельзя кстати. Впрочем, Юсуп Евлоев не акцентрирует внимание на недостатках до ремонта. Больше всего руководителю хочется говорить и показывать то, что есть уже сейчас. Конечно, если сказать, доволен или нет, конечно, очень доволен. Вот сейчас работы, которые вы видите, здесь стены нанесены обклеены жидким обоем. Нам тут сейчас поменяли освещение, светодиодовые, самые современные технологии, энергосберегающие лампы. Ну, подрядчик, он очень добросовестный, что радует. Все, что вот он делает, он это исключительно делает на совести, чтобы все было качественно. У нас, тем более, есть технический надзор, который постоянно контролирует ход работы. Восстанавливать сельские клубы времен советской эпохи начали несколько лет назад. С этого года масштабная программа реализуется уже в рамках национального проекта «Культура». При выборе учреждений для ремонта учитывают конкретные потребности тех или иных работ. Сейчас реконструкция на завершающем этапе. К слову, вот этот пол предстоит еще отшлифовать, обработать специальным раствором и покрасить, а уже после сцена будет готова встречать своих желанных гостей и артистов. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24.